добрый день. Вы знаете, правило любого спикера, любой презентации, основное правило, что аудитория должна знать спикера, а спикер должен понимать, кто перед ним, да, аудиторию. К сожалению, вы про меня узнаете, я расскажу, про вас всех я знать не могу, поэтому хочу, чтобы наша сегодня презентация была больше интерактивная, чтобы я знала, да, в каком направлении у вас больше интерес. И если у вас возникают вопросы, чтобы вы задавали сразу же. Я построила презентацию таким образом, что привела здесь основные какие-то мысли, принципы умозаключения, которым, по моему мнению, подходит многим. Ну, конечно, она ориентирована на предпринимателей, на бизнесменов, на людей, хотя мы все, даже если мы не бизнесмены, взаимодействуем с кем-то, да, вокруг нас, о взаимодействии, ну и о нас лично. Поэтому давайте начнем. Я являюсь председателем правления банка Арвант. Когда мне удостоили меня честью возглавить команду в 2005 году, мне было всего 24 года. Но и в то же время хочу сказать, что я работала в секторе, где доминируют мужчины, как вы сами знаете, да? И финансовый сектор считается одним из самых сложных. Почему я и моя команда так давно вместе работаем, это уже 19-й год, потому что за годы нашего развития компания потерпела множество различных изменений, и практически мы не работали в одном месте. Мы работаем уже на сегодняшний день совсем в другом месте, нежели это было, когда мы начинали в 2002 году. Если говорить о хронологии событий, в 2002 году мы были в небольшой проект, нас было всего 12 человек, да, первый найм, так скажем. Проект осуществлялся международной организацией. В 2005 году мы создали фонд микрокредитный, назывался «Микроинвест». Это уже другая юридическая структура, да. Дальше мы росли, хотели расширить спектр своих услуг. В 2008 году мы еще раз изменились и создали микрокредитную депозитную организацию. В 2009 году Микроинвест передал всю деятельность в Арвант. Это уже наше название с 2009 года. В 2014 году мы привлекли иностранных акционеров. 77% на сегодняшний день нашего банка – это акционеры зарубежные, да, Европы. В 2015 году мы получили сертификацию SMART впервые в Таджикистане. Это подтверждает то, что мы не просто кредитуем и предоставляем финансовые услуги, но это делаем с максимальной социальной ответственностью перед клиентом, да, что по принципу «не навреди». Это очень престижный такой сертификат, который мы получили. И опять же в 2019 году еще раз видоизменились, потому что получили лицензию банка и сделали это путем слияния с еще одним небольшим банком, который оказался в очень сложной ситуации. Впервые в Таджикистане было слияние двух финансовых учреждений. Мы это осуществили в течение года и получили банковскую лицензию, поэтому на сегодняшний день мы банк Арвант. Это обо мне, да? Теперь вот самое первое, о чем я хочу сказать, да? Работая столько лет с предпринимателями, меня до сих пор удивляет, что у наших предпринимателей, да и у нас, да, у нашего народа, хотя я не люблю, когда говорят таджики такие, сяки, потому что все люди везде одинаковые. Да? Нету такого, что где-то там человек другой, природа человеческая, она одинаковая. Но меня удивляет, что нету цели прописанной, визуализированной, плана конкретного. Даже приходят, обращаются за кредитом, когда спрашиваешь, поверхностно все это есть, но глубоко проанализированного плана нет. Да? Что нужно? Мне кажется, для любого человека должен быть четкий план, мечта, куда он хочет прийти через 3 года, 5 лет. Конечно, в наших условиях Таджикистана очень сложно планировать, потому что стабильности нет. Для этого делаются сценарии, да? А что если? И вы даже для себя, если вы поставили какую-то мечту, хотите ее достигнуть, очень много показателей или внешних факторов, которые могут повлиять, поэтому можно сделать сценарий, а что если, да, будет так-то, сяк-то, как я могу достигнуть своего плана, своей мечты. Давайте вот в телефонах, я вижу, у вас бумажки, ручки не у всех есть, можете ли вы сформулировать свою основную цель жизни или мечту в телефоне? Как быстро вы можете это сделать? Тот, кто задумывался, сделает это очень быстро, да?
И сейчас будет видно, задумывались вы об этом или нет. Хочу, чтобы мы немножко растормошились и сделали это упражнение. Теперь задаю несколько вопросов. Давайте интуитивно и быстро на них отвечать. Тоже записывайте, пожалуйста, в телефоне. Сколько полных лет вы уже живете? 18. Отлично. Интуитивно, сколько лет вы будете жить? Записали? А сколько вы хотите жить? С помощью калькулятора, сколько часов вам осталось жить? Миллионы. Можете вопросы записать и потом отвечать, если хотите, как домашнее задание. Сколько часов в день вы спите? Сколько часов в день вы принимаете пищу? Сколько часов в день вы сидите в соцсетях, в интернете? А теперь, мне кажется, самый главный вопрос. А сколько часов в день вы тратите на достижение своей цели или мечты? Ну, если ваша работа способствует достижению вашей цели, все 8 часов. Но это не мечта, мне кажется, Шавкат. Это, если вы в мыслях думаете о том, что вы зарабатываете деньги, да, и достигаете этим свою цель, не всегда так. Таким образом, можно отнять, да, от часов, сколько нам осталось, все часы непродуктивные, которые мы тратим, да, на другие вещи, и проанализировать на самом деле, как вы распределяете свое время. Цель упражнения в этом. И действительно подумать, правильно ли я распределяю свое время, что я делаю для достижения своей мечты или своей цели. Поэтому первое заключение именно об этом. Цель должна быть сформулирована, план должен быть, желательно визуализация, да? Желательно конкретные шаги для достижения этого плана и обязательно сценарии. А что если? Форматы создания планов множество в интернете, каждый подбирает то, что ему удобно, поэтому не будем на это тратить время. Команда – основа любого бизнеса. И вообще, да, в жизни должен быть человек рядом. Почему я считаю, что команда – это обязательно все? Потому что человек не может знать всего, он не может быть специалистом во всем. И в любой бизнес, наша цель, наша мечта, даже в жизни должен быть рядом человек, с которым вы можете, да, посоветоваться, с которым вы можете работать вместе. Ну и вообще говорится, как одна голова хорошо, а две головы лучше. Я вот считаю, что руководитель не обязательно должен быть специалистом во всем. Если меня спросят, являюсь ли я специалистом в кредитовании, нет. Я не являюсь специалистом в кредитовании или в каких-то других банковских наших услугах. Для этого есть специалисты другие, да, которые должны выполнять работу. Моя задача найти эти таланты, объединить их, заставить их работать вместе, уживаться, потому что это тоже, да, не всегда так. И я всегда стараюсь, чтобы наши руководители среднего звена, они не нанимали людей, с которыми удобно работать, а людей, которые действительно являются специалистами, при этом быть готовыми, что вы закрываете глаза на какие-то недостатки, какие-то побочные, да, моменты, характер человека и так далее. Потому что либо у вас специалист, но может быть где-то вредный, где-то замкнутый, где-то еще что-то, но специалист выполняет свою работу, либо угодный вам человек, с которым и весело, и хорошо, и так далее, но работа страдает по своему качеству, да? Поэтому в построении команды, конечно, надо учитывать таланты, умения и так далее друг друга, но всегда быть готовым, что на что-то, на какие-то уступки надо будет пойти, потому что никто из нас не идеален и никто из нас не удобен. Чаще всего руководители стараются брать людей помоложе, чтобы легче было, да, с ними работать. Хахуб гояк, как говорится, да? Хахуб гояд макул. Кто может, скажем так, говорить руководителю то, что тот хочет слышать, да? В этом и не обязательно то, что вопрос руководителя, это тоже вот кто вокруг вас, даже если вы наравне, даже если вы подруги, там, друзья и так далее. Стараться надо брать или ценить людей за их таланты и за их умения, нежели за удобство быть с кем-то. Да? О мотивации персонала. Опять же, все мы прекрасно понимаем, зарплата – это наше все, да? Чем больше,
тем лучше. Ну, здесь тоже не буду много останавливаться. Есть замечательная пирамида Маслоу, которая говорит, что в первую очередь человеку надо удовлетворить свои физические потребности, да, желание кушать и так далее. И потом уже идут по ступенькам другие пожелания человека. Но вот здесь я хотела бы отметить очень такой важный момент, что чувство несправедливости вычеркивает любые другие мотивации, которые вы построите. А в чем может быть чувство несправедливости? Опять же, на примере банка, да? Я кассир, который в день обслуживает 30 человек, каждому улыбаюсь, каждому объясняю, трачу свое время. Рядом кассир, который обслуживает всего 10 человек. При этом не улыбается, там, не делает все, что от него требуется по правилам, да, качественного обслуживания и так далее. Зарплата у нас одинаковая. Естественно, тот, кто работал хорошо, скажет, а что я буду, да, мучиться тут, и он получает столько, и я получаю столько. Вот это чувство несправедливости, она любую высокую зарплату, любые какие-то премии и так далее, она вот так за минуту вычеркивает. Вот здесь, что для Таджикистана еще свойственно, хочу сказать, что демотиватор несправедливости очень всегда ярко выражается, когда работают родственники или друзья руководителя. Да, в компании, к ним другим кажется особенное отношение, да, что им можно, другим нельзя, он и опаздывает, он и это, он и то, как бы. И вот это, опять же, вот это чувство несправедливости гложет и не дает человеку работать хорошо. Я считаю, и опять же своим менеджерам говорю, работать с родственниками и друзьями – это высший пилотаж. Это не может каждый, потому что ты должен оставаться менеджером, ты должен оставаться требовательным, ты должен в лицо сказать человеку все, что ты думаешь по поводу его работы. Да? Поэтому обратите внимание вот на людей вокруг вас. Есть ли у них чувство несправедливости, потому что оно может зачеркнуть все ваши усилия другие по мотивации. Родственники есть, сразу вам скажу, правильный вопрос. Найм происходил без моего участия. И я вот считаю себя уже достаточно опытным профессионалом, чтобы уметь с ними работать. Либо родственник из чувства ответственности, чтобы вас не подвести, делает очень хорошую работу. Почему мы нанимаем родственников? Мы хотим доверять, да, людям, и мы знаем, что эти люди нас не подведут, не своруют и так далее. Да? А как бы родственник – это автоматическое доверие. Либо у человека чувство, чтобы он вас не подвел, и он работает очень хорошо, и старается, чтобы никто никак не мог, да, по поводу его работы что-то, как бы замечание какое-то сделать, и я стараюсь, чтобы именно вот так было. Либо он расслабленно себя чувствует и как бы считает, что ему можно все. Поэтому, как я сказала, так как я считаю себя хорошим профессионалом, работа с родственниками – это высший пилотаж, это не первый, не второй год работы менеджера. Поэтому я, наверное, первые лет 10 ни одного человека из родственников и знакомых у меня не было. Да? Хотя одноклассники, однокурсники, да? Много знакомых. И вот как раз в продолжении этого я учу своих менеджеров критиковать, отдавать обратную связь, что, опять же, нам не свойственно. Мы не любим, да, говорить плохое о людях, но делать конструктивную критику. Никогда не переходить на личности. Человек неплохой, человек сделал что-то плохое. Вот в этом основная разница. Ты такой, сякой и так далее, это уже переход на личности. А то, что ты сделал, не подумав, не проанализировав, ошибся, это уже критика или обратная связь по действию. Вот в этом основное отличие, скажем, правильной конструктивной критики. А фидбэк нужен обязательно, да, обратная связь. Вот у меня тоже ребята говорят, зачем эти аттестации, вот он работает столько лет, он хороший, он выполняет свою работу, не надо аттестацию проводить, да, у нас это делается ежегодно. Я говорю, как раз-таки для того, кто хорошо работал, аттестация нужна, он должен услышать, какой он молодец. И это тоже, да, поощрение, мотивация и так далее. А если он не молодец, он должен знать о том, что он не молодец, чтобы знать, над чем ему стоит работать. То есть постановка, аттестация – это не только анализ прошлого, но и постановка задач на будущее. То же самое с нашими детьми, с нашими друзьями и так далее.
не надо переходить на личность, да? Ты лентяй, это одно, вы как бы унижаете ребенка там или говорите уже его личность, да, как-то затрагиваете, а его действия критикую, это уже совсем другое, это дает ему шанс в следующий раз изменить свое поведение, делать это по-другому. Можно вопрос? А вот скажите, лично для вас, что сложнее, предоставлять фидбэк или получать? Ну, сейчас уже предоставлять фидбэк абсолютно несложно, это приходит с опытом. Вы знаете, первый год, я думаю, самое сложное, опять же, по нашей культуре, было работать с людьми, кто старше меня на много лет, да, а таких у нас в команде очень много. И получается, мне не было сложно сказать кому-то, кто старше меня, что мне не нравится. Мне было сложно, потому что я знала, что это очень болезненно воспринимается с той стороны. Да? Из-за того, что я училась в Америке и была там в таком молодом возрасте, это очень сильно поменяло, скажем так, мою личность. Для меня, кому-то старше меня, сказать по работе, да, конструктивно, что меня не устраивает, абсолютно не проблема. Проблема была в том, как это воспримется и как долго человек выбит из колеи. А это, получается, человек не работает день-два, он занят эмоциями, что, оказывается, вот она обо мне так сказала, так думает и так далее. Поэтому где-то какие-то хитрости, да, бывают. Я иногда это делаю в пятницу в 4 вечера. К понедельнику все будет нормально. Да. Я поняла, что люди не готовы, да, воспринимать фидбэки, даже по работе. Они это немножко могут. Но это культура организации, вы знаете. Вот у нас, я надеюсь, уже за столько лет культура организации такова, что люди готовы к этому. Поэтому надо сделать это максимально конструктивно, максимально по делу, да, так скажем. Конечно, бывает, люди, у всех тенденция себя же оправдать. Вот часто говорят, она на меня наорала, потому что у нее настроение плохое. Не потому что я плохой, а потому что у нее настроение такое, да. Поэтому, если это, допустим, конкретное мероприятие, та же аттестация или конкретные, вы уже знаете, что каждые 2 недели у вас заседание, и вы на этом заседании даете фидбэк, то есть в определенное время, в определенной целью вы собираетесь, тогда уже они не могут сказать, вот она спала сегодня плохо, настроение плохое, поэтому она пришла, меня отругала, да. То есть вы должны на это специально уделять время. То есть я правильно понимаю, что, как я считаю до сих пор, что предоставлять фидбэки – это искусство. Да. То есть этому должны научить сотрудника, сказать, что да, вот это наша семья, да, это наша работа, команда. У нас есть правило предоставлять фидбэки, также получать. То есть этому надо учить. Конечно, конечно. Об этом надо постоянно говорить. И мы, например, у нас было по отношению к нашим клиентам, ваша критика для нас подарок. Потому что от клиентов получить критику это тоже очень сложно. Когда вы идете к ним с опросами, они говорят, все нормально, все хорошо, хамаш зör, кредитный эксперт там зör. Да, вот. Поэтому мы даже говорили, любая ваша критика для нас подарок, чтобы мы знали, на чем улучшать. Шавкач? Можно вопрос? Да. Управление персоналом. Все-таки в банке Арман очень много управленцев, директоров, глав департаментов, начальников и так далее. На что вы обращаете внимание, на какие, может быть, качества, навыки и знания при назначении на руководящую позицию ваших сотрудников? У нас работает, я вот не сказала в самом начале, 950 человек. Я, конечно, с 900 человек, есть люди, которых я не вижу годами, да, из всего этого персонала. Даже в нашем головном офисе у нас, по-моему, 120 человек, 2-й, 3-й этаж, 1-й этаж, худжанский филиал, тоже достаточно большое количество. Я некоторых из этих людей месяцами не вижу, потому что не взаимодействую. Я взаимодействую с основными, как вы сказали, директор филиала, директор департамента и так далее. И по цепочке ожидаю от них, что они должны уже взаимодействовать со всеми остальными. Да? Поэтому для меня тот же принцип, который я применяю к себе, это умение находить таланты, работать с ними, управлять ими, координировать, мотивировать и так далее, да? Все функции менеджера. То же самое главное и в них тоже. Директор филиала, опять же, на сегодняшний день, он, может быть, не знает все продукты. Вот когда мне тоже звонят, спрашивают, а сколько процентов кредит там, какие и так далее,
Я не знаю все наизусть, потому что на сегодняшний день у нас кредитная линейка вот такая огромная. Все эти нюансы знать я не могу. То же самое от директора филиала. Для него задача номер один – работать с талантами, удерживать их, мотивировать, координировать, требовать, планировать и так далее. Да? Немного о слабом поле для мужчин и для слабого пола, сразу скажу. Мы женщины, во-первых, недооцениваем себя, и мужчины, соответственно, тоже недооценивают нас. Хотя, вы знаете, управление у нас в крови. Что делает мама? Координирует, мотивирует, планирует, да? Распределяет задачи, контролирует. Пришел со школы, какую получил оценку, куда пошел, куда деньги потратил. Это задачи менеджера. Это у нас в крови. Управляют деньгами чаще всего, да, во многих семьях. То есть практически все функции руководителя женщины делают. И когда считается, что женщина руководитель, это уже какой-то минус, или мужчина было бы лучше, я с этим хочу очень сильно поспорить, в том числе и ощущение нас, самих женщин, о себе. Да? Мы считаем, что некоторые вещи нам не по плечу. Вот посмотрите, женщины-предпринимательницы, кто это? Это не те, девочки, которые мечтали в детстве стать предпринимателем. К сожалению, да, в Таджикистане жизнь заставила. Да? Я попробовала себя там, не получилось, открыла свой бизнес. Я там, к сожалению, развелась, или муж умер, или кто-то другой, кто зарабатывал, да, теперь уже не зарабатывает. И я вынуждена стала предпринимателем. К сожалению, наши женщины не мечтают о своем деле, да, с детства. И я одна из моих задач в работе там по разным проектам, где я работаю с женщинами, именно эту, скажем, этот стереотип изменить. Да? И поэтому, конечно, несмотря на то, что все сопутствующие моменты, связанные с женщиной и ее карьерой, как дети, там, рождение детей, декреты и так далее, это сложности для меня, как для работодателя, но в то же время я знаю, что есть такие навыки, свойственные к полу определенному, да? Об этом очень много там написали психологи и так далее, что женщины очень внимательны к деталям, поэтому чаще всего, когда цифры, бухгалтерия и так далее, мы видим женщину, да? Мужчины – люди, которые любят рисковать, женщины менее рискованны, поэтому, когда есть баланс и того, достаточные амбиции и желания и умения рисковать мужчины, оно балансируется женской такой, да, скажем, такой умиротворенностью, нежеланием рисковать всем, потому что за ее спиной дети, семья и так далее. Да? Поэтому очень важно, чтобы вокруг вас, опять же, в команде был баланс этих навыков, свойственных и женщине, и мужчине. Кризис, к сожалению, в Таджикистане каждые 2-3 года. Да? Мы уже не успели выйти из одного, оказываемся в другом кризисе, но я, наверное, не открою для вас что-то новое. Кризис – это равно каким-то новым возможностям. Да? Любой кризис порождает за собой какие-то новые возможности. Если бы не кризис, например, этот в виде пандемии, банки бы не стали бы активно сотрудничать в плане цифровизации, дистанционному обслуживанию. Если раньше мы о кошельках, да, как-то говорили, электронные кошельки – это где-то там далеко, на сегодняшний день уже в ежедневной нашей работе это все есть, да, и мы этим пользуемся. Любой кризис встряхивает, открывает нам глаза, да, который иногда успех нам прикрывает обзор, так скажем. Кризис немножко нас сподвигает или тормошит, как землетрясение, к тому, чтобы мы делали что-то по-другому, пересмотрели и так далее. Кризис – это опыт. Я думаю, что мы в банке Арвант из-за того, что для нас текущий кризис не первый, смогли быстро, да, сориентироваться, быстро что-то поменять, уже знаем, что и как нам надо делать, потому что есть опыт. И в продолжении того, что помогает пережить кризис, опять же, это может быть к предпринимателям в основном, да, зная своего клиента, возвращаясь, да, к этой женщине, владельце салона красоты, даже если мы
компания, которая, или общественное объединение, которое получает гранты, да, допустим, вы должны знать своих партнеров, что может повлиять на их аппетит или интерес к Таджикистану, как вот эти мировые, да, тенденции будут меняться. То есть, зная своего клиента, не обязательно, что это клиент в чистом виде, тот, который приходит и покупает ваши услуги или ваши товары. Те люди, от которых вы зависите, даже если вы домохозяйка, и вы зависите от своей кайно, да, от свекрови, надо ее хорошо знать, что на нее влияет, какие там тенденции, как меняется там настроение и так далее, да? Надо полюбить. Надо полюбить, конечно, клиентов надо любить. И клиент в этом смысле не только, как я сказала, непосредственно клиент, любой человек, от которого зависите вы. Одна из любимых моих цитат. Если бы вы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали. На самом деле, очень часто конфликты, недопонимание, невыполнение работ, подруга обиделась и так далее происходят потому, что мы говорим одно, слышат другое. У каждого свое, да, свои мысли, свое понимание, свои какие-то задачи. Я вот на сегодняшний день, допустим, задумалась совсем о другом, а ты мне говоришь о другом, и я тебя не слышу, не понимаю, да? Всегда надо помнить об этом, что то, что вы сказали, не означает, что вас поняли именно так, как вы сказали. Из-за этого, да, происходят многие из конфликтов, недопонимание задач. Я поручила, пришел, сделал совсем другое. Я же говорила одно, ты сделал другое. Именно потому, что это, опять же, природа человека, и каждый загружен своими мыслями, своим опытом, своим пониманием. Да? Здесь чаще всего, естественно, надо задавать вопросы. Вот вы сказали, даже если это будет выглядеть глупо, да, переспросить, а поняли ли вас именно так, как вы хотели, чтобы вас поняли. То же самое с детьми. Он не назло вам что-то сделал, а может быть, он не понял, что вы вообще от него хотите и ожидаете. Из области личных навыков, каждому сотруднику, которого я нанимаю на работу, я говорю, тем более, если это человек, который только с университета, на этом обучение не закончилось, все только начинается. Да? Постоянная работа над собой. И тем более мы с вами живем в такое время, когда все меняется очень быстро. То, каким был банк 20 лет назад, и то, каким банк сейчас, да, является, это абсолютно разные вещи. Это требует других навыков. То, какими мы с вами были, да, 20 лет назад, ну, я имею в виду роли матери, роли сестры и так далее, или в нашей работе взаимодействие, это же совсем другое, что сегодня, да. Жизнь на сегодняшний день очень сильно меняется, и не работая над собой, это, я считаю, самая большая ошибка, да. Как я уже отметила ранее, вы должны для себя определить, даже если вы, опять же, вы не в бизнесе, вы работаете в определенном, да, в определенной должности, даже если вы дома сидите как женщина, а мужчинам это еще больше, да, обязанности накладывает, потому что зарабатывать на хлеб – это обязанность мужчин. В чем вы ас? В чем вы специалист и лучше других? Отлично. Во всем невозможно быть, конечно, но это... Во всем невозможно быть. В чем я лучше, чем мои подчиненные? А для руководителя это еще больше ответственности, да, накладывает. Он должен быть в чем-то лучше, потому что его должны за эти умения уважать, да, и навыки определенные должны быть. Я своим сотрудникам говорю, если вы хотите остаться на своей должности, хотите успешно работать, вы должны тратить 5% своего времени на самообразование, на самообучение сейчас. А если вы хотите повышения, вы должны тратить 20% своего времени на самообразование. В чем-то вы должны быть лучше, тем более, если ты пришел извне, как руководитель, тебя назначили. Первое, за что будут уважать тебя члены команды, это за какой-то твой навык. Для руководителя один из навыков – это умение говорить, умение привлекать людей. В принципе, в жизни это всем нужно, да? Вы знаете, в Америке есть специально отдельный курс проводить презентацию, умение говорить публично. Нас никто этому не учит. Слава Богу, у нас в школе вызывали к доске,
И мы там краснее, бледнее и так далее приобрели этот навык, да, говорить. А чаще всего у менеджеров, опять же, по примеру нашего банка, все классно, специалист считает, умеет это делать, то делать и так далее, говорить не умеет. А говорить не умеет, это значит не умеет мотивировать, не умеет донести до персонала цель, не умеет донести, что он хочет от них, что он от них ожидает. Да? То же самое женщины по отношению к детям. Да? Надо найти общий язык, надо уметь подход найти, надо знать каждого ребенка в характере и так далее. Есть навыки, над которыми постоянно надо работать, есть навыки, без которых успех невозможен. Фирдавс. Фирдавс Ашматов, компания Top Consulting, глава продаж. Шарун Зафар, вот такой вопрос. Каждый из специалистов, руководителей, вообще индивидуум любой, всегда проходит через такой этап, когда он встает перед выбором, что надо ему делать, а что бы хотелось. Я бы хотел узнать, был ли у вас такой опыт, когда вы выбирали то, что вы хотите и любите делать, и то, что вы должны делать? И то, что вы сейчас делаете, был какой из этих выборов? Ну, я думаю, если человек занимается нелюбимым делом, успех ему не светит. Да. Надо любить то, что ты делаешь, да? Если из-под палки ты идешь на работу, ты несчастен и так далее, там ничего хорошего там не выйдет, да, из этого. Я вам, знаете, вы мне напомнили один такой пример. Была женщина, которая специалист очень хороший, и мы готовы были ее повысить в должности. И мы сказали, вот такая-то должность, и когда я услышала «нет», я была в шоке. А как? Не хотите повышения, это больше зарплаты, обрыв, репутация, там, работа уже другого характера, там, вас все уважают и по возрасту, и по навыкам, и по знаниям. Не хотите? Она говорит, нет, не хочу. Не все же, как вы. Такой был ответ, да? Природа, вопреки своей природе, идти, конечно, не надо. Вот природа, гены, вот то, что закладывает, и не все хотят стать руководителями номер один и так далее. Может быть, им комфортно в той роли, в которой они находятся. Хочу сказать, что карьера – это тоже как бизнес. Сначала ты вкладываешь, в бизнес ты вкладываешь деньги, в карьеру вкладываешь себя. Естественно, придется делать вещи, которые тебе неприятны или не хочется. Да? И у всех у нас, я уверена, из 10 списка дел есть 2, которые вот не хочется, не люблю, но надо. Да? Без этого тоже успешным быть невозможным. Рекомендуется делать эти дела из всех пунктов, которые вы не любите, первым, да, самым, с утра сделать, а потом уже заниматься всем остальным. Вот отстрелялся и все. Абсолютно с вами согласна. Карьера человека, и я об этом тоже говорю людям, которые приходят к нам на работу, как на первое место работы, да. На сегодняшний день, тем более те, которые в дорогих университетах учились и так далее, они хотят сразу и все, они хотят большую зарплату, должность и так далее. Я же не пошел в бизнес, я пришел сюда, я специалист, бери меня. И я говорю, здесь тоже, как и бизнес, ты вкладываешь сначала сам себя, свои ресурсы, умения и знания, а потом же карьера работает на тебя в виде хорошей зарплаты, должности и так далее. Да? Ну, знаете, опять же, с опытом где-то, конечно, первая вот эта беседа с кандидатом, она дает многое, но я также убеждалась, что где-то мы делаем ошибочные, да, выводы. И то, что человек подумал о зарплате и так далее, когда он работает, это не делает его плохим, да, автоматически. Иногда закрываем глаза на такие вещи, все равно берем. Ну, там, конечно, зависит выбор из кандидатов, кто лучше и так далее, поэтому как бы четкого вам ответа, может быть, я одного конкретного ответа вам сказать не могу, там от многих нюансов зависит. Но желание зарабатывать не всегда плохо, да? Тем более у нас во многих должностях бонусная система. То есть вот эта амбиция заработать больше должна присутствовать, да? Для того, чтобы наш бизнес ушел вперед, они привлекали максимальное количество клиентов. Это неплохо, но это дает вам больше информации о человеке, и вы знаете, какой подход к нему найти. Давайте вот почитаем вот этот диалог. Я надеюсь, всем хорошо видно.
на самом деле мы все очень часто не точим свою пилу. Да. Это происходит постоянно, да, с нами. Приходят ко мне менеджеры и говорят: гуфтам, 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 накадос. Там столько делали, вот нету результата. Он плохой, давайте увольнять. Я говорю: хай, якбор кади, гуфти накат, дубор гуфти накат. Может быть, тебе сначала надо поменять метод работы с этим человеком, я не знаю, инструменты, которые вы используете, информацию, которую ты даешь. Может быть, не надо одним и тем же методом постоянно работать, если он уже не срабатывает. Да? Что означает заточить пилу? Пересмотреть то, как вы работаете, инструменты, которые вы используете. Уже если не срабатывает, значит, надо что-то менять, да? Или уже не на том уровне производительность, эффективность. Ну, в нашем случае, да, мы меняем бизнес-процессы, мы меняем политики, процедуры. Вот 18 лет, 19 год скоро будет. Работаем мы постоянно в режиме изменений. То же самое о нас с вами, да? Если мы используем тот метод, который использовали 5 лет назад, 10 лет назад и так далее, это уже не срабатывает. Уже надо менять, точить пилу, менять инструменты, бизнес-процессы и так далее. Вот все, что не срабатывает, надо самокритично, да, отнестись к себе и тоже менять. Ну и как раз-таки в связи с этим, я думаю, что перспективы на будущее, опять же, как сфера обслуживания, да, то есть работая в банке, мы работаем с людьми, мы предоставляем свои услуги, мы хорошо понимаем, что наш текущий клиент – это не тот, что был раньше, а наш будущий клиент – это абсолютно уже другой человек, да, так называемые миллениалы, да, люди, которые родились в 2000-е годы или до этого, там, пару лет до этого. Я даже на примере своих детей вижу, что им легче заказать такси в приложении, нежели позвонить. Это абсолютно другие люди, да, с кем мы работаем сегодня. Они не хотят разговаривать, не хотят общения. Им легче СМС, чат, соцсети. Они визуализацию очень хорошо, да, воспринимают. Это фотографии, селфи, Инстаграм и так далее. Мы читали вот такие там тексты огромные, чтобы что-то понять, они хотят за 2 минуты. Вы знаете, я не заметила, как мой младший сын, ему 6 лет, как он научился читать. Буквы, да, в садике рассказывают, мы рассказываем. Я смотрю, он читает, спокойно читает. Я такая удивилась. А он вынужден, потому что он в PlayStation зайдет, ему надо понять, что там говорится, в YouTube зайдет, ему там голосовой поиск он делает, что-то непонятно, он вынужден читать, ребенка жизнь заставила читать, да? Это говорит о том, что мы, опять же, должны понимать, с кем мы на сегодняшний день имеем дело, да? Насколько это люди отличаются от нас. Даже если вы сами тоже из того же поколения молодые, через 5 лет это будут абсолютно другие люди. В банке мы это очень прекрасно понимаем, мы понимаем, что они лишний раз не хотят приходить в банк, хотят делать все в телефоне, хотят делать это через терминал. Личное общение не ценится так, как это ценилось раньше. Значит, мы должны понимать, что у нас на сайте должно быть максимум информации. Люди предпочитают читать, видеть картинки. Соответственно, мы должны сами тоже подстраиваться под то, что мы абсолютно с другими людьми имеем дело. Да? И вот популярное сейчас слово цифровизация. Это говорит о том, что все должно быть максимально автоматизировано. Компьютер должен делать максимум за вас что-то. Должно быть безбумажное, да, взаимодействие. Уже никто не хочет не заполнять бланки, ничего не хотят делать. Все должно быть максимально автоматизировано, безбумажно, эффективно и так далее. И поэтому мы должны с вами под это подстраиваться и меняться. Хотела вот особенно подчеркнуть, то поколение, с которым нам придется иметь дело, это абсолютно другое поколение, нежели мы с вами. Все? Да, конечно. Теперь вопросы, пожалуйста. Про пилу, да, точить пилу. Ну, во-первых, я думаю, своим примером.
в том числе вот наше, да, с вами взаимодействие, я могла бы сказать, что столько лет работаю, 18-19 лет, я знаю достаточно, зачем мне топ-консалтинг, который придет еще меня чему-то учить будет, да? Я думаю, вот корпоративная культура, которая у нас сложилась, что ты работаешь над собой, ты заставляешь себя там что-то, новую информацию получать, ее обрабатывать, что-то менять, а это же дискомфорт. Любые изменения – это дискомфорт, да? Не каждый хочет выходить из своей зоны комфорта. Я думаю, с менеджерами это в первую очередь, конечно, потому что ты сам должен быть примером, и они должны видеть, что ты сам заморачиваешься и что-то делаешь, да, работаешь. Потом уже требовать с них, требовать с других меняться. Кто не получается, приходится прощаться. Нельзя держать людей постоянно, всегда с собой, да. Есть люди, с которыми, ну, чаще всего нам везет, что они, может быть, и сами уходят, да, такие люди, и мы не особо, так скажем, переживаем на этот счет, но с некоторыми приходится и вплоть до того, что прощаться. Фирдаус. Вы знаете, я сразу хочу сказать, что будут профессии, которые пропадут. И опять же, не я это придумала, если вот следовать тому, что говорят, да, как прогнозируют профессия бухгалтера, аудитора, даже юриста, возможно, она видоизменится или будет пропадать, потому что компьютер сможет сам за вас все это сделать. И учет произвести, и аудит провести. И если все уже через компьютер делается, меньше человеческого фактора, аудитору и проверять, да, остается совсем мало. Тоже составление договора и так далее. Да? То есть будут профессии, которые просто пропадут. Но я думаю, появится очень много новых других профессий. Да? Сегодня программирование – это не такая сложная штука, как лет 10 назад. Да? Сегодня программистом может стать, пройдя там 6 месяцев каких-то курсов и все. Видоизменение будет меньше человеческого труда, связано вот именно ручной работой, а будет вот это, да, вместо ручки. Как бы я думаю, что будет много видоизменений, и не факт, что кто-то прям останется совсем не удел. Человек просто должен сам меняться и готовиться. Сразу скажу, меня приучили помещать 8 часов рабочего времени максимально, потому что когда дети были маленькие, мой муж приезжал без 5:05 к офису, и хочешь, не хочешь, я должна была выскочить, да, и уехать домой. Соответственно, вот эти 8 часов, чай пить некогда, обедаешь быстро и так далее. Но все приходит с опытом, вы знаете, то, на что я тратила, например, 2 часа, я сейчас трачу минут 10, да. Быстрое чтение в моей должности, да, я вот через строчку читаю, иногда, конечно, ошибаюсь из-за этого. Это зависит от того, что вам нужно делать, да. Есть, опять же, работа над собой, навыками, да. Быстрое чтение мне помогло. Давление, скажем так, ну, в положительном смысле от мужа, что я вот ровно 5 должна быть дома, потому что ужин готовить и так далее. Ты привыкаешь делать все быстро. Конечно, это не означает, что все, я потом не работала. Иногда раньше приходилось ночами опять вытаскивать ноутбук, да, и опять садиться за компьютер, тем более разница со временем, работа с иностранцами и так далее. А самое основное – это приоритеты, делегирование, те вещи, которые, я поэтому говорю, да, надо уметь работать с талантами, те вещи, которые какой-то другой специалист лучше вас сделает, и вы только проверяете результат, надо уже делегировать, доверять. Вы потратите, да, один раз очень большое время на то, чтобы обучить и дать понять, что вы от него хотите, но дальше уже как бы люди должны отвечать за свой результат, за свой труд. Да? Делегирование, оно тоже мотивация. То, что вы ему доверили, это мотивирует. Первое время, конечно, тратите время на обучение и на перепроверку, а дальше все это идет более гладко. Я думаю, что каждый раз можно делать ревизию, допустим, записать вот фотографию своего дня, посмотреть, что можно было и не делать, что можно было отдать другому, делегировать, что можно было, допустим, делать лучше после того, как вы прошли какой-то курс. Даже работа в Excel тоже есть, да, в YouTube зайти,
зайти, посмотреть, как быстро там делать формулы и так далее. На все, как бы, слава богу, и в интернете есть ответ. Да, в отличие от того, как мы жили раньше, так скажем. Это, конечно, улучшение своих навыков. Это очень сложно. Это вот, знаете, передать то, что корпоративная культура на уровне менеджеров есть, передать до каждого, до последнего, конечно, это видоизменяется, до последнего может дойти с абсолютно другом виде, но это традиции. Традиция обязательно поздравлять с днем рождения, там, праздновать определенные даты, праздники, даже вот эти аттестации. Да? Должны быть определенные вещи, которые можно и нужно делать в нашей компании. А есть вещи, которые кто-то сделает, и ему должны дать понять, что у нас так не принято. Да? У нас не принято оскорблять, там, материть и так далее. Да? То есть должны быть принципы, за которые поощряются и за которые наказываются обязательно. Обязательно кнут и пряник должны всегда быть вместе, да? Потому что, опять же, если безнаказанно что-то останется, мы не приемлем мошенничество, мы должны четко с мошенниками действовать и продемонстрировать, как мы с ними, да, поступили. То есть это должны быть традиции и обычаи компаний, которые строят вот эту корпоративную культуру. Не могу сказать, что прям все у нас так гладко и успешно, потому что коллектив очень большой. Не могу сказать, что в Бухтаре там знают, какая у нас корпоративная культура или принципы, но это вот постоянно повторяющиеся действия, которые люди должны видеть и понимать. И демонстрация всего этого. Спасибо. Вот так. Огромное спасибо вам, Шойрам Зафаровна. Не за что. Спасибо вам. Спасибо большое за активные вопросы. Мы просто хотим все делать по-американскому, а не по-худжанскому, да, где время очень сильно ограничено, у всех есть свои планы. Поэтому хотим пригласить на сцену Харвода Дубоева. برای اهل صنعت این یک چیزی عجایب است برای چی ما هم متماتیک داریم صنعت و موسیقی و حساب کتاب هست البته وقتی که ما مینازیم و ایجاد میکنیم لیکن یک چیز کمتر فرق میکند از آن چیزی که از من شنیدم برای من یک نوآوری بود که همه چیز حساب کتاب دارد وقت و ساعت هم لیکن ایجادیات این طلب نمیکند برای اون که آدم میتواند ساعتی 2 شب خیزد ایجاد کند و الهام رسپسانی که نمیبیاد وقت ساعت که نه اما من از کوشش میکنم برای شما یگان چی اجرا کرده هم و گفتنی هم که با کارهای خود موفق باشید که ما فخر کنیم وقتی که همسایه ما بای میشود گفتی گفت که سایش به ما میرسد سلامت باشید
огромное спасибо вам и вашей команде. Спасибо большое. Я надеюсь, что все наши гости сегодня, кто здесь, Шойра Музафаровна, каждый из наших гостей, вы, Хайрулла Око, для себя что-то взяли, да, что-то новое, интересное. Надеюсь, вам было тепло, уютно, вкусно, комфортно. И ждем вас в наших следующих бизнес-бранчах. Спасибо вам каждому большое. Огромное спасибо. Нам посчастливилось поучаствовать на первом бизнес-бранче. Было очень полезно именно Шойру Музафаровну послушать, как быть успешной женщиной, мамой и руководителем одновременно. Это вот было, да, действительно круто. Лайфхаки наматывали на ус, записывали в телефоны. Классно, спасибо ей большое. А также мы послушали Хайрулла Око, дуэристов. Это было нечто для нас. Я не знаю, я сейчас классифицирую как таджикский дидюля только на дайре, да, и он играет, и прям мурашки. Так классно было. Это, не знаю, не передать словами. Я до этого никак особо любви не питала к дайре, но сегодня я услышала несколько других звуков. Было круто. Спасибо организаторам. Побольше таких мероприятий. Спасибо. Такое мероприятие в Худжанде, можно сказать, что впервые. И рада видеть, что люди отозвались. В будущем, я думаю, что темы было бы хорошо, если вот такие мероприятия в будущем спланировали, четко было логическое построение тем, которые будут рассматриваться, или спикеров, которые будут выбираться в будущем. И больше интерактива. Именно сегодня что понравилось, то что публика общались со спикером. Было полезно послушать Шойру Музафаровну, вдохновляющая музыка от команды Хайрулло, но тонизирующая на сегодня. И вот совмещение бизнеса с культурой, как мне, человеку из сферы ремесленничества и любителя культуры, мне была вот эта комбинация культура и бизнес, плюс общение неформально. Очень было интересно, полезно. Желаю успеха этому проекту. Впечатление от сегодняшнего мероприятия только очень положительное. Очень была продуктивная беседа. Был сдержан хороший баланс времени, баланс знаний, баланс культурной части. Также хорошая была кухня. Было очень много позитивных моментов, которые хочется вот как бы уже приступая к работе, полученные знания заново обдумывать, обрабатывать и как-то применять в практических целях своих. Ну, хотелось бы таких мероприятий, конечно, побольше, были бы рады еще участвовать. Сегодня я очень рада, что попала на это мероприятие. Мне, во-первых, было очень интересно послушать Шойру Максудовну как лидера, да, как женщину, которая столько лет возглавляет Арванд, успешную женщину, у которой есть огромный опыт работы, познакомиться с другими коллегами, с другими людьми, которые возглавляют какой-то бизнес у нас здесь, в Сагдейской области. И, конечно же, душой отдохнула, послушав музыку, которая здесь звучала, прекрасную музыку. Я впечатлена всем, что сегодня здесь происходило.